Я хочу отменить себя ради группы. Я готов на это. Я готов посвятить этому время. Я готов прилагать усилия. И я делаю это. Но после какого-то времени не дает мне мое прошлое я, на которое я хотел произвести сокращение. И у меня крутится это все время и создает трудности. Что же делать? И группа тоже. Не влияет на меня, я не знаю, что делать. Вследствие того, что группа на тебя не влияет, ты чувствуешь, что ты не можешь продолжить. Если бы ты увеличил свою связь с группой, ты бы двигался, продвигался и достиг точки, о которой мы говорим. Но поскольку нет достаточной поддержки от группы, а это зависит от тебя, и не зависит от группы, почти не зависит от группы. То есть ты должен их пробуждать, должен требовать от них, чтобы они пробуждали тебя, чтобы они как-то влияли на тебя, но в основном это зависит от тебя. Если ты все время пытаешься найти несколько товарищей, быть с ними во взаимных отношениях, то, что вы устанавливаете связь друг с другом и работаете напрямую, чтобы раскрыть объединение над вами, вопреки тому, что происходит между вами, а раскроются самые разные проблемы, тогда ты увидишь, насколько с небес тебе все время предоставляют возможность в состояниях неприятных, в состояниях, где вы почувствуете вдруг требование, критический взгляд друг на друга, несогласие, многое другое, усталость, самые разные помехи. Но эти помехи ты должен раскрыть, что все это идет от «нет никого, кроме Него». Кроме Творца никто не делает ничего в твоей жизни. А если Он это вот так делает, видимо, только для того, чтобы ты именно над этими точками работал и с их помощью объединился. Об этом забывают. Как помнить об этом? В этом проблема. В этом нужна поддержка группы. Но если я, скажем, обслуживаю их, хочу дать им что-то, и я понимаю, то есть я чувствую, что я обслуживаю их, и я не раскрываю с ними цели, и я все время прикладываю усилия и не отменяют. Ты как физически или внутренне пытаешься отменить себя и войти в них, потому что в них находится мир бесконечности и конец исправления. Это как в примере с Раби Йоси бен Кисма. Конечно же, ты слышал об этом. Это не зависит от них. То, что ты видишь, что это группа или товарищи, ты видишь, что это те условия, которые ставит перед тобой Творец. Дружище, ты хочешь соединиться со мной, ты хочешь быть слитым со мной, вот они условия, вот это те лица. Если ты соединишься с ними, это признак того, что ты выстроил в себе килим, чтобы соединиться со мной. Когда я это делаю, я не чувствую, что у меня есть наполнение от этого. Ну, значит, ты еще не завершил до последнего момента. Это называется, что ты еще не наполнил всех усилий. Спасибо.